Добрый день. Добрый день, уважаемые гости нашего канала, наши подписчики. Сегодня мы, начали забой своих бройлерных цыплят Ко-500. Вот это вот первые 3 штучки. Им, сегодня исполнилось месяц и неделя. Весят они примерно, я еще не взвешивала, 2500, 2700 был живой вес, потому что мы вчера продали 50 штук живыми, чему я очень-очень рада, так как это был бы кошмар за один день, зарезать и ощипать 50 штук, это врагу не пожелаешь, тем более с моей спиной. Вот. Одним словом, вот такие они выросли. Я хочу рассказать, чем мы их кормили. Кормили мы их до, 3 недели и там несколько дней кормом Best. Производитель Нальчик, Кабардино-Балкария. Стоит этот корм у нас 1500 рублей. В мешке 40 килограмм. Я вот что хочу сказать, из-за чего и видео снимаю. На этом корме у меня они выросли, не очень-то набрали вес, выросли прям не очень, рост дали, и вес, и рост. Отставали они, одним словом. Потом я, решила все-таки попробовать на Пурине, потому что неоднократно смотрела видео в Ютубе, и действительно, вы не поверите, на Пурине, то есть Пурина у меня для индюков, я, брала рост и финиш, вот честное слово, за 2 недели у меня эти цыплята набрали, даже за неполных 2 недели, они у меня набрали, основную массу они набрали за эти 2 недели. И дело в том, что я добавляла в этот корм, давала не только вот чистый корм Пурина, а туда добавляла еще и кукурузную муку. Плюс еще давала корм. Этот корм содержит и семечки, и кукурузу, и много-много еще чего, так как одна Пурина, вы понимаете, это очень дорого, а цыплят у меня где-то 130 штук. На одном Пурине, на одной, мы бы не выехали. И вот эта кукуруза дает вот желтый этот оттенок. Очень они прям, мы их и резали, и ели. Я вам скажу, что они действительно, и вкус у них очень-очень, они вкусные, как домашние. Они и есть домашние, но и вкус у них как у домашних курочек. Я считаю, что это из-за кукурузы. Вот такие вот дела. Я очень рада, что у нас начался забой. В помещении, где они у меня сидят, холодновато. Я пришла к выводу, что никакие антибиотики, никакие корма вам не помогут вырастить бройлера, если у вас в помещении холодно. Самое первое, что им нужно, это тепло. Товарищи, это тепло. Не нужно верить, что давайте им там витамины и еще что-то, они вырастут. Нет. И они вырастут на всем, на этих витаминах в тепле. Я не давала своей птице антибиотики, потому что часть из них уйдет в садик, в детский. Даже если бы не в детский садик, я вам точно гарантирую, что моя птица на антибиотиках не росла. Я давала противовирусные. Это было, когда были холодные дни. У нас и сейчас не очень-то холодно ночью. -2, -3. Я каждую ночь буквально бегала, да, то камин подключала, то еще что-то.
И вам могу сказать, что в холодном помещении они у вас не выживут. Поэтому держите своих курочек в тепле, цыплят своих в тепле, и на Пурине я вам гарантирую, что за месяц и неделю у меня-то и холодновато. Больше вам дадут они вес, чем вот эти вот мои. Часть я мелких потеряла, потому что я надеялась. Значит, я брала в 3 этапа, 3 партии с разницей в 2 недели. Первую партию я успела реализовать. Вот вторая партия вот, а из третьей уже, что поменьше, я потеряла, наверное, процентов 30. Но потеряла я это по своей вине, так как я не успела сделать эти клетки. Вернее, не успел мой муж их сделать. И они у меня были на соломе и сене. Хотя были и эти опилки, подогрев, бактерии. Я что-то не ощутила, что они помогают, если честно. Никакой помощи от них я не получила, от этих опилок. Да, потратила 1400 рублей. Я считаю, что или я, может, что-то не так сделала. А что нужно было с ними сделать? Сделала все по инструкции. Может, мне попались такие, я не знаю. Одним словом, тепло, тепло, тепло. И вовремя дать антибиотики. В первые там 4 дня я даю. Первые 4 дня я даю. Но своим индюшатам Hybrid Converter я антибиотики не давала. Я действительно согласилась со многими блогерами в том плане, что зачем давать птице антибиотики, если она у вас не болеет? Смысл вот этого вот всего. Страшное дело для бройлера — это кокцидиоз. Он неизбежен. В 19, 20, 21, 22 дня они у вас по-любому будут нуждаться в этом, или байкокс вам нужно будет им ставить, или еще что-то. У меня всегда идет байкокс, потому что другого у нас тут и нету. В любом случае, я согласна, что нужно давать байкокс, да, и витамины, если вы хотите. Но вместо витаминов я давала сладкую воду. И действительно, мне кажется, что от сладкой воды, это же глюкоза, бройлер растет. Растет он быстрее. Он какой-то он веселее, что ли, он бывает. Я не знаю. Но действительно, от глюкозы птица у вас растет быстрее. Вот такие вот дела. Я вам всем желаю удачи, всем здоровья, всем добра, всего-всего наилучшего, здоровья нашей птице, нашим питомцам, я не знаю, всем, кого мы с такой любовью держим. Действительно, вы понимаете, мы болеем за них душой. Сейчас осень, похолодало. Очень-очень сильно я переживаю. Очень часто я бегаю к своей птице. Большая часть у меня и реализована. Остался молодняк, но вот за молодняк вот я в основном переживаю. Голуби летают, нужно их отпугивать хоть как-то. Голуби больные. Вы внимательно присмотритесь к этим голубям. То у глаз у них отекшие, то у них глаза слезятся, я их вижу. Вот за них я переживаю. Очень сильно я боюсь. Потому что в прошлом году, вы можете посмотреть мои видео, они мне принесли оспу. Оспа — это действительно страшное заболевание для птицы. Но тут я уже нашла лечение. Ролики есть на моем канале. Спасибо вам всем за поддержку, за то, что вы подписываетесь, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Я думаю, в скором времени у меня будут еще ролики. Я думаю, они будут вам интересны, полезны. Всего-всего вам доброго. Пока.